Международная акция «Сад памяти» продолжается. Напомним, в этом году проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В нем участвуют представители всех слоев общества и всех возрастов. В этот раз местом высадки деревьев стал Малгобекский район, а точнее место, где проходила линия обороны в ходе операции, сыгравшей стратегическую роль в исходе битвы за Кавказ. Зарина Ужахова продолжит. В посадке саженцев приняли участие более 500 человек. Это представители молодежных, общественных, партийных и волонтерских организаций, студенты, сотрудники муниципалитета и организатора мероприятия Минприроды Ингушетии. Привлекаем специалистов Минприроды Ингушетии, всех работников, подведомственных учреждений, органы местного самоуправления, молодежные волонтерские движения, партия «Единая Россия» во всех мероприятиях участвует и организовывает. Ну, в принципе, вот все, которые участвуют, ну, простые жители республики, которые изъявили желание участвовать, тоже всегда приглашаются и приветствуется их участие. Деревья посажены вдоль дороги возле памятного геоглифа «Лес Победы», который появился в Малгобекском районе еще в 2015 году. Это территория, где проходила линия обороны советских войск в 1942, когда в результате масштабной военной операции были сорваны планы гитлеровцев прорваться в нефтяные районы Кавказа. Из-за специфики грунтовых вод для посадки в данной местности был выбран тополь. Эта дорога ведет к 500-коттеджному поселку, ну, как называют, первый микрорайон. Вот, и вроде у нас эта дорога и пустая, ну, не сажали, вернее, раньше сажали, но тут получалось и деревья такие, ну, мы на этот раз Минпрода решили, ему посоветовали, значит, решили посадить тополь. Тополь, здесь почва водяная, и тополь здесь уживется. Город воинской славы Малгобек имеет большое историческое прошлое. Здесь добывалась нефть для производства самолетного топлива. Именно Малгобекский рубеж оказался непреодолимым препятствием для фашистов, а исход сражения на склонах Терского хребта стал решающим поворотом не только в битве за Кавказ, но и в Великой Отечественной войне в целом. Та победа далась ценой жизни 120 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Священный месяц, такое богоугодное дело для будущих поколений. Лет через 10, да, мы, наверное, увидим результат. Международная акция «Сад памяти» в этом году приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти подвига советского народа. В рамках масштабного проекта более 3000 деревьев уже посажено в Магасе. Всего в Ингушетии в этом году планируют посадить около 55 тысяч деревьев разных пород. Зарина Ужахова, Фатима Катиева, Джамалил Дударов, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетия.